your friend in high tide or a low tide. I'll be by your side. I'll be by your side. I heard her praying, praying, praying. Ooh. I said I heard my mother. She was praying in the night. And the words that she said still linger in my head. She said, a child born in this world, he needs protection. God guide and protect us, and when we wrong, correct us, and stand by me in high tide or a low tide. I'm gonna be your friend. I'm gonna be your friend in high seas or in low seas. I'll be by your side. I'll be by your side. I heard her crying, crying, crying. Ooh. I said I heard my mother. She was crying in the night. And the words that she said still linger in my head. She said, a child born in this world, he needs protection. God guide and protect us, and when we wrong, correct us, and stand by me in high seas or low seas. I'm gonna be your friend. I'm gonna be your friend in high tide or a low tide. I'll be by your side. I'll be by your side in high seas or low seas. I'm gonna be your friend. I'm gonna be your friend, and in high tide or low tide, I'll be by your side. I'll be by your side. Вітаем усіх, хто сёння далучыўся да нашай онлайн-трансляцыі, і ўжо другі чацвер запар мы сустракаемся, каб абмеркаваць вострыя сацыяльныя пытанні. І такі фармат, новы фармат, інтэрв'ю, размова, а таксама спевы прапануюць нам арганізатары асамблея НДА. І сённяшняя сустрэча ладзіцца пры падтрымцы арт-сядзібы і ў межах спецвыпуску праекта «Бяспечны лайф». Мы абмяркуем сёння праблему хатняга гвалту. Нас падтрымлівае выканаўца Валерыя Дэле з праектам «Куб Дэле», вы яе ўжо пачулі. Ну, а таксама, канешне, у студыі экспертка, кіраўніца прытулку для ахвяраў хатняга гвалту грамадскага аб'яднання «Радзіслава» Вольга Казак. Яна раскажа нам больш падробна пра такую праблему, ну і, канешне ж, пра тое, як дапамагчы праекту. Ну што ж, мы пачынаем? Ну, я нагадваю, што вы ўжо можаце заданаціць любую камфортную для вас суму на платформе «Імёны». Ну, а мы пачынаем. Я вяртаюся да Валеры. Добрый дзень. Як вашыя справы, як ваше здароўе? Самае актуальнае пытанне на сёння. Добрый дзень. Усё выдатна. Я адчуваю сябе выдатна, але я трохі сумую. Чаму сумуеце? Адразу ж пытанне. Неяк сумна мне, таму што сумна ўсё наогул. Я спадзяюся, што сённяшняя сустрэча будзе ўсё ж такі
прасякнута больш цеплынёй і адчуваннем таго, што дапамога ёсць, яна ідзе, яна менавіта ад нас. Скажыце, калі ласка, вот давайте пра надзённае, пра каранавірус, як заўсёды. Як на вас паўплывала сітуацыя, ці знаходзіцеся вы ў самаізаляцыі і што ў вашым асабістым жыцці змянілася? Змянілася вельмі шмат, таму што ў мяне няма офлайн-канцэртаў, і таму лагічна я знаходзілася ў самаізаляцыі, нават нічога не змяняючы, нічога не робячы, таму што маё жыццё гэта ў асноўным канцэрты офлайн, а ўвесь астатні час я дома, таму я была ў самаізаляцыі. Зразумела, але ўсё ж таки, можа быць, была якая-нибудь карысць ад таго, што вы прысвяцілі час сабе, можа быць, нейкая самаадукацыя ці што-нибудь яшчэ? Плюсік, давайте шукаць плюсы. Окей. Я змагла выдаць свой першы сінгл, і зараз ужо ледзь-ледзь выдаю другі сінгл. І таму гэта, магчыма, здарылася таксама таму, што я была больш свабодная і магла прысвяціць гэтаму час. Ну, гэта круто, гэта сапраўды добрыя навіны, віншуем цябе з гэтым і абавязкова будзем слухаць новыя сінглы, напэўна, хутка. Скажы, калі ласка, а вот як ты ставішся да таго, што зараз многія змянілі свае адносіны ў дачыненні да мер засцярогі ад каранавірусу? Наступіла лета, усе хочуць адпачываць, хадзіць на масавыя нейкія тусоўкі. Вот што ты можаш сказаць гэтым людзям, як ты сама да гэтага ставішся? Мне цяжка даваць парады, таму што мы ўсе тут без масак, напрыклад, я пяю без масак, і мы таксама прыехалі вось з Паўлам, дарэчы, мне дапамагае сёння Павел Кулішоў, мой сябра і гітарыст, і мы сёння таксама трохі рэпетавалі без масак, таму я не лічу, што я нейкі эксперт у гэтым, але мне здаецца, што кожны робіць свой выбар, і лепш усё ж такі яе адзяваць, апранаць і яе насіць, асабліва ў нейкіх месцах, дзе шмат людзей. Ну, я пагаджуся, напэўна, ўсё-такі меры засцярогі, гэта ў наш час вельмі добра. Дзякуй вялікі. Ну, а вы, як ваше жыццё змянілася ў час каранавірусу? Пішыце, калі ласка, вашы каментары, пакуль будзем слухаць наступную песню. From the first time I saw you, I knew there's no other. You know that you got me lately, but you're kissing goodbye with a different brother, and I wanted to call you baby. And I'm sure, and you're sure, and we're sure, everybody's sure for now, but can we leave without it? I'm all fully yours, and you say that you're mine, but for now, pardon me, I doubt it. Every time I try to say, girl, would you be my only baby? You are giving me no chance for a true romance, girl, true romance. Every time I plan to say, girl, am I still the only man now? Who you pretend now that you understand now? But you got a day with another man. I know you got a day with another man. I know you got a day with another 12. I heard it, you got a day with her. You got a day with her. You got a day with another man. Simple rhymes like $2 in City of Solars. We measure the life by quarters. MCM showing pose and the players of polo reality on the water. Cash becoming the matter of life. What is wrong, what is right, how can we live without it? I'm all fully yours and seeing at your mind, but for now, pardon me, I doubt it. Please don't hear about it, won't never treat you wrong. I don't care about your house, car, and telephone. Honey, please continue to all you do. You got the sweetest voice and look like ooh, Erykah Badu. And I know you got a high energy, that's why. And I know you will be trouble right from the start. Oh, honey, please continue to all you do. You got the sweetest voice and look like ooh, Erykah Badu. Every
time I try to say, girl, would you be my only baby? You are giving me no chance for a true romance, girl, true romance. Every time I plan to say, girl, am I still the only man? Who you pretend that you understand, but you gotta deal with another man. Yeah. Every time I try to say, girl, would you be my only baby? You are giving me no chance for a true romance, true romance. Every time I plan to say, would you be my only baby? Who you pretend, but you understand, but you gotta deal with another man. You gotta deal with another man. You gotta say you gotta deal with another man. I know you gotta deal with another 12. I heard it, you gotta deal with another man, Ooh, you gotta deal with another man, gotta deal with another man. Дякую, Валерія. Зазвичай ми привикли, што трэба апладыраваць, але сёння, на жаль ці не на жаль, гэта онлайн, і ведаеце, такая атмасфера, што нават апладысментаў і не хочацца. Вот прызвычыліся, дарэчы, неяк так шчыра ўсё, неяк так добра, што хочацца проста сядзець і думаць за кубачкам кавы пра нешта такое філасофскае. Але я нагадваю, што сёння з намі тут экспертка Вольга Казак, кіраўніца шэлтара або сховішча для жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту. Вольга, прывітанне, і мы пачынаем з вами размову. Добрый вечер. Вольга, скажыце, калі ласка, некалькі слоў пра вашу арганізацыю і ўвогуле пра шэлтар, што гэта такое і хто і як можа атрымаць у вас дапамогу. Наша организация «Общественное объединение Радислава» существует с 2002 года, и вот уже 18 лет мы помогаем женщинам и их детям, которые пострадали от различных видов насилия. Убежище у нас на протяжении работы нашей организации существовало не всегда по причинам отсутствия финансирования стабильного. И к нам обратиться может абсолютно любая женщина, которая страдает от насилия. Мы помогаем ее детям, которые тоже являются не только свидетелями, но и пострадавшими от насилия. Обратиться можно всего лишь на нашу линию для того, чтобы заселиться и сказать, что я страдаю от насилия. И этого будет достаточно, если женщина сама узнала себя в ситуации насилия и признала, что это невыносимая ситуация для нее. Убежище — это безопасное место, куда может обратиться женщина с детьми или без детей, и она может находиться у нас даже более года, в некоторых случаях, когда это небезопасно. І вось вы сказалі пра фінансавыя складанасці. Я ведаю, што яны і зараз існуюць у шэлтара, і таму заклікаем вас данаціць на імёнах у падтрымку такой важнай справы. Вольга, скажыце, а якія віды дапамогі вы аказваеце жанчынам? Мы оказываем социальную помощь, психологическую помощь. У нас работает группа онлайн и группа офлайн для женщин, пострадавших от насилия, потому что это очень эффективный вид работы, когда встречаются много женщин, поскольку некоторые из них думают, что они в единственном числе страдают от этой беды, и когда они собираются вместе, это горе легче пережить. У нас работают тренинги ассертивности по женской самообороне ВЭНДА. У нас мы оказываем юридические услуги, как консультирование, так и сопровождение в суде, и помогаем оформить юридические документы.
Можна звярнуцца, карацей кажучы, в прынцыпе, па любым пытанні, калі вы адчуваеце, што вы ў складанай сітуацыі. А скажыце, ну вот зразумела, што шэлтар або сховішча яно знаходзіцца ў Мінску. А якая геаграфія зваротаў? Ось хто можа да вас звярнуцца? Толькі мінчанкі ці як? Мы городская организация, поэтому можем оказывать помощь только на территории в Минска, но к нам может обратиться женщины без гражданства, те, кто имеет иностранное гражданство, жители не только в Минска, но и регионов. Просто яны з рэгіёнаў прыедуць да вас і змогуць знаходзіцца ў сховішчы. Если у них есть такая возможность, они не привязаны к работе, то это безусловно так. Зразумела. А колькі чалавек зараз пражывае ў сховішчы? В настоящее время у нас проживает 17 человек, и всего лишь 5 из них дети. Вот таким образом 12 человек — это женщины. У нас впервые получилась такая ситуация, когда 6 из этих 12 женщин в возрасте старше 65 лет. 2 женщины из них имеют группу инвалидности, поэтому вот, наверное, как-то, может быть, и время такое, вот, когда страдают именно женщины пожилого возраста, и чаще это агрессором является их сыновья. И мне кажется, что в этой ситуации помочь гораздо сложнее, потому что с супругом, с партнером все-таки можно развестись, по крайней мере. Ну, правда, маеце рацыю. А вот скажыце, мы абмяркоўвалі вот з Валерыяй сітуацыю з каранавірусам, а ці павялічылася колькасць зваротаў у вас за гэты час? Ну, можа, гэта стэрэатып, але што ўсе зараз як бы дома стараюцца быць на самаізаляцыі, праводзяць разам шмат часу, ці павышае гэта колькасць зваротаў? На самом деле повышает количество обращений к нам для оказания юридической помощи и в некоторой степени психологической помощи. Увеличилось количество обращающихся, но как раз количество поселений у нас уменьшилось. Возможно, не так легко сейчас покинуть дом. Мы давно уже не имели такую цифру 17 человек. Раньше у нас было и до 30 человек, потому что наш дом может вместить до 30 человек. Ёсць шанс атрымаць дапамогу. Добра, а скажите, будь ласка, вот якая дапамога вам зараз патрэбна и як вам дапамагчы? Вы знаете, что мы не имеем постоянного источника финансирования от одного источника. Нас финансирует большой наш спонсор, это единственное физическое лицо, это женщина. И нам помогают в интернет-портале «Имена» очень много людей, которых мы не знаем даже, как зовут, и мы не можем их поблагодарить за это. Иногда периодически нас финансируют различные фонды. Мы получаем помощь от ЮНФПА, получаем помощь от фонда имени Генриха Бёля. И кроме финансовой помощи, которой нам часто не хватает, потому что если говорить о помощи, которую мы получаем в интернет-портале «Имена», это 8 позиций. И их можно увидеть, если заглянуть. Это и различные, это финансирование ставок наших сотрудников, и это няня, которую иногда помогает женщинам присматривать за детьми в то время, когда они могут получить помощь в переобучении, в получении какой-то профессии. И вот как раз это и финансирование, которого постоянно не хватает на переобучение, на получение профессии. Вольга, ну вось вы гаворыце, няма шансу сказаць дзякуй, але мне здаецца, што гэта вось самы той момант, калі мы можам звярнуцца да ўсіх, хто дапамагае на платформе «Імёны» выжыць, працаваць і дапамагаць жанчынам вось гэтаму шэлтару. Мы гаворым дзякуй і усім, хто яшчэ не далучыўся або хоча далучыцца яшчэ раз, калі ласка, заходзьце на платформу «Імёны» і данаце любую камфортную для вас суму. Ну што ж, пакуль вы шукаеце на імёнах наш збор, мы можам паслухаць песню. Мы хотим спеть песню, якая будзе натхняльнай, потому что яна называется «Фуланине».
aninha se foi na toalha do amor, embarcou sem medo de cair. Ai, neném, passo e vi todo o trajeto dali, iria até o fim. Fulaninha se foi na toalha do amor, embarcou sem medo de cair. Ai, neném, passo e vi todo o trajeto dali, iria até o fim. Onde eu tô contigo, tá, eu me devinha devagar, mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde eu tô contigo, tá, eu me devinha devagar, mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. A eta do medo, elogio rodando a vida, longe de desistir. Quando o mundo se abre, fulano entender, atente para se cumprir. A eta do medo, elogio rodando a vida, longe de desistir. Quando o mundo se abre, fulano entender, atente para se cumprir. Onde eu tô contigo, tá, eu me definha devagar, mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde eu tô contigo, tá, eu me definho devagar, mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. Ai, 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 Гэта было прывітанне з Бразіліі ад Куб Деле, а ў нас ужо ёсць першыя каментары, і перад тым як іх прачытаць, я хочу паказаць вам вось такія цудоўныя кубачкі. Гэта тэрмакубак і бутэлька для вады ад асамблеі НДА, і сёння яны ў нас не проста так тут, і мы аддадзім іх таму, хто задасць найлепшае пытанне на наш погляд сённяшнім вечарам. Калі гэта будзе ў Фейсбуку, то мы вас знойдзем самі, а калі на Ютубе, то мы назовём ваше пытанне, а вы нам потым дашлеце туды ж у каментары ваш імейл, і мы з вами звяжемся. Так што кубачкі будуць вашы, задавайце ваши пытанні. А я прачытаю каментар. Ага. Павел Шаламіцкі гаворыць: эх, вось толькі нядаўна пазнаёміліся з творчасцю D3 і вжух ніякіх канцэртаў. Горанька, бяда, журботнае жыццё. Ось так, таксама разам з вами бядуе, журбуе, але я думаю, што хутка ўсё гэта скончыцца, і хутка мы трапім на офлайн-канцэрт. І яшчэ Іван Аміцынскі гаворыць, што з намі глыбокае прывітанне вам. Дзякуй, што вы з намі. Ну, мы вяртаемся да размовы. Вольга, вяртаемся да вас. Скажыце, калі ласка, на якія патрэбы ідуць грошы тыя, якія збіраюцца на імёнах, ну, вот акрамя таго, што вы назвалі? Ёсць яшчэ тое, пра што мы не можам падумаць у паўсядзённым жыцці? Вы знаете, что мы бы хотели финансировать нашего детского психолога, но он пока перешел он финансируется нашим главным спонсором. У нас есть волонтерская горячая линия, на которой могут люди обращаться
круглосуточно, и она у нас работает на волонтерских началах, но нам бы очень хотелось организовывать такие тренинги подготовки, и чтобы к нам приходили специалисты, и они, может быть, немножко зарабатывали, поскольку они работают круглосуточно на линии, и я очень боюсь каждый раз, что они могут нас покинуть, они просто исчезнут, и тогда я не знаю, что мы будем делать. Вы разумееце, што ўсё ж такі заданаціць, дапамагчы гэта вельмі і вельмі важна. А вот скажыце, Вольга, акрамя спецыялістаў нейкіх іх паслуг, можа быць, ёсць патрэбы, ну, бытавыя, звычайныя, ну там, не ведаю, адзенне, ежа, бытавая нейкая хімія? Вы знаете, что мы бы с удовольствием приняли, может быть, бывшее в употреблении компьютер или бывшее в употреблении пылесос, потому что вот эти вещи у нас всегда выходят из строя, и у нас трехэтажный дом, в котором больше 10 комнат, и который нужно убирать, и у нас не всегда хватает вот на это средств, чтобы закупить новую технику, например. Не всегда женщины, которые приходят к нам, могут себя даже прокормить, потому что когда они уходят из ситуации насилия, они часто остаются первое время без средств, и мы ждем, пока они устроятся на работу. Для этого нужно пройти, например, какое-то медицинское обследование, затем устроиться на работу и дождаться первой зарплаты. И тогда мы помогаем женщинам тем, что мы бросаем клич и собираем продукты. И мы всегда очень любим, чтобы эти продукты лежали, поскольку женщина иногда приходит, и она говорит, что она 3 дня не ела, или для того, чтобы ее накормить сегодня, поскольку она сбежала, схватив только маленькую сумочку, в которой нет совершенно денег. Поэтому вот мы очень благодарны даже, может быть, пачке порошка, который тоже очень поможет нашим женщинам выстирать детское белье и свое собственное, потому что тоже на это не всегда хватает денег. То бок усе гэтыя прадукты, бытавую хімію, нават вы чулі, што і электрапрыборы, якія ўжо былі ва ўжыванні, таксама можна перадаваць. А скажыце, як гэта перадаць? Можно позвонить нам на горячую линию, либо можно нам написать на наш сайт или в Фейсбуке. Як знайсці ў Фейсбук у вас? Громадская организация «Радислава» по-русски будет, да. Так? Общественная организация «Радислава». Шукайце ў Фейсбуку, і можна ў асабістыя паведамленні нават напісаць, і вам раскажуць, як перадаць гэтую дапамогу. А акрамя таго, што ёсць матэрыяльны, можна заданаціць на імёнах, рабіце гэта акурат зараз, ну і пасля трансляцыі таксама, і ўвесь час, калі ласка, калі вы гэта можаце. Таксама прадукты і так далей. А яшчэ ці патрэбны вам паслугі якіх-небудзь спецыяліст? Чалавек-спецыяліст, ён можа дапамагчы не грашыма. Ну, если честно, мы не всегда можем предположить, что это может быть, но, может быть, это иногда логопед, иногда репетитор для того, чтобы подтянуть учебу детей. Это может быть даже человек, который предложит пройти какие-то курсы СММ, например, которые помогут нашим женщинам искать работу. И, может быть, даже у вас есть какая-то работа, может быть, вам нужно присмотреть за пожилым человеком, либо выгулять вашу собаку. И наши пожилые женщины или те женщины, которые не имеют работы, могут потратить несколько часов времени и заработать небольшую копеечку, которая поможет им, может быть, купить лекарства, может быть, купить продукты. Зразумела, калі вы спецыяліст, калі вы адчуваеце ў сабе магчымасць, жаданне дапамагчы, вы можаце, нават калі такой патрэбы зараз няма, але яна можа з'явіцца, вы можаце напісаць у асабістае паведамленне, скантактавацца з грамадскай арганізацыяй, і ваш кантакт проста будзе заўсёды ў іх, і яны змогуць ім яго выкарыстаць, калі будзе патрэбна. Так што заклікаем вас і да гэтага. Ну і не забываем пра платформу імёны. І, канешне ж, мы чакаем ваши пытанні, ваши меркаванні і каментары, і з радасцю іх агучым. Ну а зараз наступная песня. Essa menina cheira bem que dá medo, traz já sossego. E o meu inventador achando meu baial
fico meio tonto, já virou costume. Menino, já não sei viver sem teu perfume. Me traz alegria muito mais. Como este colorzinho já que a gente vai. Eu fico, sai da eu quero me escoviar. Diz a energia boa que fico pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim. Mais um minuto que não responde por mim. Minha pequena, não faz assim. Mais um minuto que não responde por mim. Cheira bem, cheira bem, cheira bem. Cheira bem, cheira bem, cheira bem. Cheira bem que dá medo, traz desassossego. Meio no vento do achar no meu paial. Eu fico meio tonto, já virou costume. Menino, já não sei viver sem teu perfume. Me traz alegria muito mais. Como este colorzinho já que a gente vai. Eu fico, sai da quero me escoviar. Diz a energia boa que fico pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim. Mais um minuto que não responde por mim. Minha pequena, não faz assim. Mais um minuto que não responde por mim. Minha Açucena, não faz assim. Mais um minuto que não responde por mim. Minha Ipanema, não faz assim. Mais um minuto que não responde por mim. Cheira bem, cheira bem, cheira bem. Cheira bem, cheira bem, cheira bem. Дзякуй, Валерыя. І ў нас тут уже пераклічка гарадоў. І Анастасія Комлік-Ямаціна нам перадае прывітанне з Барысава. Барысаў таксама з намі. Так што, Барысаў, прывітанне, дзякуй, што вы з намі, і мы чакаем вашыя пытанні. І вось тут Алексей Рынкоў нам перадае ўсім, што мы, ребята, какие же вы чёткія. Я спадзяюся, што гэта пра ўсіх нас. Валерія, давайте застанемся з вами. І от скажыце, вернемся да нашай размовы тэматычнай. Калі мы размаўлялі тут да пачатку, мне сказалі, што вы так адгукнуліся вельмі на гэтую сацыяльную праблему. Напэўна, можа быць, у вас быў які-небудзь вопыт у асабістым жыцці, якое дачыненне маеце вы да гэтай ситуации? Я буду отказывать по-русски, добро, потому что это надзвычай такие топик. У меня... Во-первых, я действительно очень-очень поддерживаю эту инициативу, и мне очень жаль, что так и не приняли закон о противодействии домашнему насилию, и я подписывала петиции, но, в общем, я искренне считаю, что это нужно, и действительно, я вижу это очень много где, я вижу это у себя среди родственников, например, и это не считается там, чем-то сверхстранным, это окей. И у меня тоже был опыт, хотя я не могу сказать, что это был такой же, что степень этого насилия была настолько высока, как у женщин, которые находятся в шелтере, потому что моя ситуация, она проще. Но в совокупности, точнее, в целом, это было, в общем,
А однажды, однажды у меня начались отношения, и в этих отношениях постепенно начало что-то происходить довольно странное. То есть меня никто ни в коем случае никогда не бил, ничего такого. Скорее, мое эмоциональное состояние постоянно уходило вниз. И этот человек, он как бы ненавидел себя, вот, или не любил себя, и постоянно об этом говорил и со мной, и постоянно вращался вокруг меня. То есть любой мой шаг в какую-то сторону, он, то есть опять, контроль, он не был директивный, то есть он не был заметен, просто это было типа, ты что, опять ушла, а ведь я волновался, там, тра-та-та, а ведь я то-то, а ведь я... И постепенно я начала нервничать. То есть, когда, допустим, у меня вообще в доме, как правило, не принято говорить, куда ты идешь, если ты не хочешь. Только если там ты не ночуешь или что-то такое. Идешь и идешь по делам. Постепенно начала говорить, куда я иду. Потом я начала волноваться, если я оставалась в этом месте чуть-чуть дольше, чем запланировано. Я, начала беспокоиться и, писать сообщения, но, с другой стороны, вообще это очень нетипично, очень странная была для меня ситуация. И потом я заметила, что я как человек довольно-таки веселый, и вообще у меня обычно настроение суперское, я начинаю просыпаться каждое утро, и у меня нет ощущения, что, новый день пришел. Наоборот, оно такое, ты просыпаешься и такой думаешь, опять. Вот. И это очень было странно, и для меня вообще очень странно. То есть, опять же, в моей семье, и это, я думаю, мне повезло. То есть, мне повезло. То есть, меня всегда учили, что ты принцесса, невероятная, красавица, умница, капец. То есть, ты достойна самого лучшего, и все такое. Просто в какое-то время ты думаешь, надо человеку помочь, вы же вместе, там, тра-та-та, надо ему, оказать некоторую психологическую поддержку, но постепенно я поняла, что, все, то есть мое эмоциональное состояние и, в принципе, моя жизнь, она начинает становиться немножко зауженной вокруг этого человека, во-первых, виться, а во-вторых, я поняла, что не проходил ни один день, ни одного вообще дня, чтобы что-нибудь не произошло, чтобы я не вызвала эмоцию вот у него, а, соответственно, и у себя. И при том, опять же, меня никто не ругал, никто ничего не говорил, просто он очень расстраивался, а я тоже расстраивалась, потому что я была виновата. И я поняла, что пора. Я пробовала разорвать эти отношения, но он очень просил, очень просил. Психологичный тиск. Очень-очень, просил, очень сильно говорил, что он не сможет, что он умрет там и так далее. И это реально тяжело этому противостоять, когда рядом с тобой стоит человек, и он тебя очень просит. И, мы продолжали, и еще продолжали, еще продолжали. И потом я говорю, давай сделаем паузу. Опять не получилось. И в итоге я поняла, что мне нужно быстро убегать любым способом, когда у меня начала немножко ехать, так сказать, крыша, потому что я поняла, что, что я стала склонна хотя бы внутри в мыслях к агрессии. То есть это вот как, допустим, ты засыпаешь и почти уже спишь, и вот у тебя есть такое состояние между сном и явью. И я вот увидела однажды, как вот я вижу его лицо, и я его прямо расцарапываю, и, причиняю супер-супер боль, и мне очень приятно. Я поняла, что, Валерия, нам пора уходить. В любом случае, неважно, что там, у нас было общее дело, у нас были общие какие-то штуки. То есть, я не зависела от него. У меня есть мама, которая меня поддерживает, и я просто сразу к ней уехала, дела пофиг. В смысле, все равно на дела, и постепенно все стало норм. Добра, што ты знайшла ў сабе сілы гэтую сітуацыю ўсё ж такі скончыць і потым не стаць потым ужо ахвярай сапраўднага гвалту. Хаця гэта ўжо, напэўна, быў псіхалагічны гвалт, правільна, Вольга? А вот я бачу, і, напэўна, усе мы заўважылі, што табе дастаткова складана гаварыць пра гэтую сітуацыю, што гэта выклікае зноў жа эмоцыі, перажыванні. А ці патрэбна ўвогуле гаварыць адкрыта пра гэта, вот расказваць усім зараз, што такое было, што было такое перажыта, навошта? Мне кажется, нужно, потому что многие люди, в частности, опять же, вот у меня там как бы в сфере родственных отношений,
которые живут в этом и испытывают страдания, и ничего с этим не делают, потому что, ну, так же все живут, там, типа, это нормально, тра-та-та. И нужно понимать, что это и есть насилие. И я думаю, что вот ваш центр, он же наверняка тоже работает над тем, чтобы люди распознавали насилие вовремя и вообще понимали, что это оно, и что-то делали. И опять же, я тоже хочу от себя, от всей души закликать всех зрителей задонатить на шелтер, потому что, например, в моей ситуации мне была не нужна помощь, потому что у меня нет у меня нет детей, я самостоятельная, образованная, там у меня, в принципе, все классно. Но есть огромное количество женщин, у которых этого нет, и им некуда пойти, им некому помочь, и они, ну, просто медленно умирают в такой штуке. И вот я очень хотела бы тоже всех призвать, донатить и помогать шелтеру, такому хорошему делу. Спасибо большое. Это Пагаджуся, на платформе імёны вы можете падтрымаць гэты праект, гэта вельмі актуальна і патрэбна. А вот ты, Валерыя, упомянула яшчэ закон о процідзеянні дамашняму гвалту, хатняму гвалту. Вот ён нам патрэбны, і навошта ён нам патрэбны, і што зменіцца з яго падпісаннем, калі ўсё ж таки гэта адбудзецца? Я думаю, что Ольга расскажет больше, но насколько я знаю, суть в том, что сейчас во-первых, очень многие заявления очень многих женщин их не рассматривают во многом. То есть и когда что-то происходит, то они, например, живут вместе с человеком, который совершает насилие. И когда вот это происходит, у них нет способа как-то отделить друг друга. То есть нет возможности получить какую-то возможность, чтобы вот с ним не встречаться и ничего. И, в принципе, отношения, такое типа, это типа свары в семье, не выносить ссор из избы, оно все еще превалирует, в том числе и вот в органах, которые должны заниматься защитой таких людей. И поэтому нужен он, мне кажется. Конечно. Давайте звернемся да Вольгі. Может быть, яшчэ ёсць што дадаць да таго, што сказала Валерия? Вы знаете, что отсутствие закона о домашнем насилии, наверное, позволяет, не предъявляет требования к тем людям, которые оказывают помощь, к которым обращаются женщины. И это может... В последнее время я могу отметить, что повышается осведомленность. Безусловно, мы говорим об этом много, и очень многие знают о том, что этот закон очень нужен, кто такие жертвы, кто такие агрессоры. И на самом деле нужно становиться на сторону женщин. Но когда у нас нет закона о домашнем насилии, то, например, специалист может встать и сказать: вы знаете, что проходите мимо, когда муж бьет жену, потому что, скорее всего, она мазохистка, и она взрослая, она сама может уйти. Она не нуждается в помощи. Я бы на вашем месте оказывала помощь детям, ну и, может быть, старикам и собакам. А женщина взрослая, она может позаботиться о себе сама. Скорее она, вот такая, как она сказала. Мне кажется, что вот тогда такие высказывания будут невозможны. Мне кажется, что не нужно будет защитного предписания ждать, вызывая милицию 3 раза, а его сразу же дадут, если будут видеть, что муж душит жену, что она хронически и давно находится в этой ситуации насилия. И, наверное, не придется женщине с 4 детьми ехать в убежище в то время, когда, представляете, сколько вещей нужно взять, сколько пар обуви, сколько килограммов учебников, сколько одежды и еды и вообще других каких-то вещей, к которым привязаны дети. А, возможно, агрессора заставят уйти из ситуации насилия, потому что он виноват. Ну, так, в прынцыпе, гэта пераканаўча, і мы сапраўды разумеем, што прыняцце такога закону вельмі важна, і мы павінны аб'яднацца ўсе і працаваць на тое, каб усё ж такі гэты закон быў падпісаны. Давайте слухаць наступную песню і чакаем ад вас каментары, пытанні, ну і падтрымлівайце нас на імёнах. I'm alone in my house. I'm out of town. I'm at the bottom. I ain't breaking them down.
a song. But look what I found. Look what I found. Another piece of my heart, just laying on the ground. And on that funky day, I'm looking for a light, and my only friend, he's working tonight. I can't get myself out of bed, hear the voices in my head like a song. Look what I found, somebody to love me. Look what I found, somebody to carry around a piece of my heart, just laying on the ground. When I met you, I was blown to pieces, hot all over the floor. Ever since you put me back together, I can't believe it, won't believe it. Look what I found. Woo-hoo. Look what I found. Somebody to carry around a piece of my heart, just laying on the ground. Look what I found. Look what I found. Somebody to carry around a piece of my heart, just laying on the ground. Вяртаемся да нашай размовы. Ёсць пытанне ад аўдыторыі. У нас пытаецца Павал Шаламіцкі. Сярод маіх знаёмых ёсць асобы з падазрэннем на кепскае абыходжанне з боку людзей, ад якіх яны нейкім чынам залежаць. І, канешне ж, ім здаецца, што неяк жа жылі, пацярпім. Таму пытанне, ці ёсць нейкая спецыялізаваная брашурка для тых, хто можа не мець адэкватнай перспектывы і не здагадваецца, што сітуацыя даўно і далёка ненармальная. Вы знаете, что я бы на вашем месте обратила внимание на несколько сайтов. Например, у нас есть сайт «Карта насилия» БАИ, на который можно обратиться. Это сайт «Останови насилие». Кроме того, можно позвонить специалистам. У нас есть общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия. И у нас есть горячая линия нашей организации, куда можно позвонить и поговорить со специалистами, хотя бы начать говорить об этом молчать на самом деле нельзя. И получить информацию. Очень прав человек, который решил обратиться, потому что нужна информация и нужны рекомендации. Дзякуй за адказ. Уладзь Лепяшынскі перадае прывітанне Леры. Лера крутая, вельмі удакладнілі, дзякуй. Так, и еще питание до Ольги. Глеб у нас пытается, логично, а что делать, если женщина сама не понимает, что ей нужно уходить из домашнего насилия? Что можно сделать ее знакомым, чтобы ей помочь? Знаете, может быть, на самом деле, порекомендовать эти же сайты, куда можно где можно почитать о том, что такое домашнее насилие, чтобы она сама себя идентифицировала. Можно почитать очень много статей, просто загуглить и почитать очень много статей. Даже мы, как специалисты, выступаем в различных передачах или пишем, даем интервью. И после наших интервью у нас большое количество обращений, потому что женщины, благодаря описаниям, о которых мы говорим, когда мы пишем об этом или рассказываем об этом, они узнают себя, и в таком случае они поймут, что им нужна помощь, терпеть нельзя, и оставаться наедине нельзя. А может быть, есть какие-нибудь пунктики такие,
хутенька пра іх расказаць, што ну каб жанчына змагла зразумець, што яна знаходзіцца ў сітуацыі хатняга гвалту. Ну, вот что-нибудь такое. Я часто рассказываю, чем отличается конфликт от домашнего насилия, и, наверное, стоит сейчас немножечко посвятить этому времени. Конфликт, он свойственен всем семьям, потому что конфликт — это противоречия, и они естественные. Но конфликт ситуативен, и, как правило, протекает на равных, и когда заканчивается проблема, заканчивается конфликт, и нет серьезных последствий этого конфликта. Те, кто наблюдает за конфликтом, не страдают и не травмируются. Домашнее насилие обычно протекает очень длительно. Периоды нарастания напряжения сменяются фазой активного насилия, когда происходит уже что-то более серьезное. И затем вот эта коварная стадия медового месяца, как она называется, когда агрессор заботится, он проявляет нежность, он просит прощения, он дарит подарки. И первое время вот эта стадия длится очень долго, и всем кажется, что то, что случилось, это была какая-то ошибка. Но вот когда происходит два таких цикла, можно говорить о том, что насилие присутствует в этой семье. Коварство еще состоит в том, что периоды медового месяца, хорошие периоды, они постепенно сокращаются до минимума. И женщине очень сложно уйти, потому что вот эти все-таки хорошие периоды присутствуют. И еще, если говорить о видах насилия, то к нам, конечно, обращаются после того, как начинается уже физическая агрессия, когда появляются раны, травмы, переломы, ушибы. Но иногда сложнее терпеть психологическое насилие, потому что оно поначалу может выглядеть действительно как любовь и забота, как говорила Валерия. Он тебя встречает и провожает, он хочет знать, где и с кем ты проводишь время, он всегда просит тебя выглядеть так, как ему нравится, то одевать, то не одевать, и первое время воспринимается как любовь и забота. Но потом ты понимаешь, что ты не можешь делать шага, у тебя нет совершенно минутки свободного времени, которым ты распоряжаешься. Ты не можешь распоряжаться даже одеждой, или ты не можешь работать, или наоборот тебя заставляют очень много работать. Тебя заставляют избавиться от друзей, родственников, и ты в результате остаешься одна. Вот такая изоляция и одиночество. А вот скажите, мы так плавно перайшлі да наступнага пытання. Вот мы сказали, што ёсць стэрэатып такі ёсць у грамадстве, што гвалт гэта звычайна нейкія там пабоі, фізічнае ўздзеянне. Але вы вот толькі што развеялі гэты стэрэатып і сказалі, што ёсць яшчэ псіхалагічны гвалт. А якія яшчэ віды гвалту ёсць? І каб разумець, што гэта гвалт? Как правило, в далеко зашедших случаях бывают все 4 вида насилия. Я имею в виду еще, кроме психологического и физического, это экономическое насилие и это сексуальное насилие. Имеют место быть и случаи инцеста, и они действительно нередки. Но иногда очень сложно понять, что это, когда мочатся на твое платье или когда плюют тебе в кофе или на тебя плюют. Это физическое или психологическое насилие. Очень сложно противостоять этому, потому что это истощает. Это длится очень долго и очень истощает. И поэтому то, что говорила Валерия, об этом говорят все женщины. Действительно, критерием того, что ты находишься в ситуации насилия, могут говорить твои эмоции. Тебе грустно, тебе хочется плакать, тебе хочется ударить, действительно, ты срываешься из-за мелочи. Вот это говорит о том, что кто-то нарушает твои границы, кто-то тебя постоянно заставляет жить не своей жизнью. Дзякуй, Вольга, паважаныя жанчыны. Сёння мы гаворым менавіта пра вас, і першае, што неабходна, гэта звярнуць увагу на сябе, на свой эмацыйны стан, правільна я разумею. Ну і такія гісторыі мы тут пачулі, ад якіх так неяк мурашкі па скуры. І я хочу вот такое пытанне, мне здаецца, якраз у тэму. Вольга, калі не складана, падзяліцеся, калі ласка, як вы вытрымліваеце псіхалагічна сваю працу? У вас жахлівая гісторыя кожны дзень, як гэта можна вытрымаць? Вы знаете, наверное, то время, когда я очень долго работаю, я работаю долго в этой теме, больше 18 лет,
И я знаю, что безвыходных ситуаций не бывает. На самом деле мы можем помочь, если женщина хочет этого, и она останется не одна, а мы команда. Я знаю, что жизнь не состоит из проливных дождей радостей там, и сюрпризов. Я знаю, что в жизни есть и горести, и печали, и разные другие чувства. И поэтому мы помогаем женщинам прожить. Мы делаем свою работу. И если мы делаем профессионально, то у нас есть удовлетворение от своей работы, на самом деле. Дзякуй вам за адказ, неяк нават лягчэй стала на душы. Ну і каб увогуле стала яшчэ лягчэй, неабходна нам перайсці да спеваў. Я толькі перад гэтым скажу, што ў дачыненні да Валерыі нам тут ад Александра Рынкова прыйшло такі каментар: красивы, добры, светлы чалавечак, тварі, пой, радуй. Я спадзяюся, што гэта у вас падтрымае, падбадзёрыць. I'll wait a little longer. We're weak and getting stronger. I know it's taking a time to heal. We'll be unstoppable and don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Oh, my head's held high, one way seat down the line. Honey, I'm in home through the clear night sky. We'll be at peace, we'll fly. Our hearts collide and escape through magnetic slide. I was like a satellite spinning away, almost lost forever and leaving no trace, going through the darkest reaches of space, through another galaxy. My polarity is shifting around. There is nothing else just holding us down, and it's just gravitational. We are unstoppable. I just can't escape the pole. We are unstoppable. I just can't escape the pole. We are unstoppable. Our heads held high when we walk down the line, honey. I'm in on through the clear night sky. We'll be at peace, we'll fly. Our hearts collide and escape through magnetic side. House like a satellite spinning away, almost lost forever and leaving no trace, going through the darkest reaches of space to another galaxy. My polarity is shifting around. There is nothing else just holding us down, and it's just gravitational. We are unstoppable. I just can't escape the pole. We are unstoppable. I just can't escape the pole. We are unstoppable.
А я нагадаю, што гэта бяспечны лайф і ў студыі Куб Деля, і мы абмяркоўваем пытанне гвалту над жанчынамі. І я атрымаю тэлефон, каб зачытаць ваши каментары і пытанні. Глеб Барсов, спасибо большое организации «Радислава» за такую важную работу и вам, Еврорадио, за то, что освещаете важные темы. Ну, я думаю, всем организаторам и ассамблеи НГО также. Наталка Мотус, Валерия, дзякуй за асабістую гісторыю. Ну вот, сапраўды краная. Ну и от Глеба еще есть питание. А если в семье есть дети, и им тоже вредит агрессор, стоит ли знакомому вмешиваться в защиту детей? И как это сделать, если женщина не хочет, чтобы вмешивались? Очень сложный вопрос, на самом деле. Это этический вопрос, потому что дети, на самом деле, могут с 14 лет самостоятельно обращаться к психологу или к психотерапевту. Было бы здорово, если бы у этого ребенка, кроме родителя, который не хочет обращаться за помощью, был какой-то значимый человек, кому он мог рассказать и признаться в том, что происходит в их доме, потому что молчать на самом деле нельзя. Нужно узнать степень насилия, потому что если в этой семье происходит, например, сексуальное насилие, то это есть уголовное преступление, и нужны действительно очень срочные меры, поскольку потом этот ребенок настолько травмируется, что это скажется, безусловно, на его дальнейшей жизни и в личной, и в социальной жизни. Я думаю, что в любом случае этого ребенка нужно выслушать. А вот акурат сёння таксама абмяркоўвалі гэту тэму, і такое пытанне ўзнікла. Чалавек бачыў, як муж б'е сваю жонку, мяшаўся ў гэтую канфліктную сітуацыю, ну, крыху прымяніў фізічныя меры ўздзеяння да мужа, і ну, як бы жонка яму сказала дзякуй, а пасля напісала на яго заяву ў міліцыю, і было разбіральніцтва, справа нейкая такая. Што рабіць у сітуацыі, калі ты бачыш, што вот зараз, цяпер і зараз адбываецца, и что? Самое главное — безопасность. Поэтому вызывать сотрудников милиции, попросить женщину, чтобы она убегала, удержать агрессора, ни в коем случае не применять силу, потому что это тоже есть правонарушение. К сожалению, возможно, эту женщину надавил собственный муж, и поэтому она подала заявление. Возможно, он тоже применил такое давление к ней, это психологическое давление. Нужно позаботиться о собственной безопасности. Если вы видите, что происходит преступление или правонарушение, окажите возможную помощь. Дайте кровь, в конце концов, вызовите милицию, вызовите скорую помощь, не оставайтесь равнодушными. Если за дверью соседей или за стеной соседей происходит насилие, и вы слышите это по крикам или по бьющейся посуде, поговорите с этой женщиной. Возможно, она нуждается в помощи. Возможно, в следующий раз вы вызовете милицию и спасете чью-то жизнь, потому что с каждым витком насилие усиливается. И у нас, например, одна женщина, вот сейчас она поступила к нам, она долго-долго терпела, но сказала, ну, в следующий раз со следующим циклом насилия я могла оказаться в гробу. Поэтому это может быть слишком поздно, она почувствует самостоятельно или уже самостоятельно не может справиться. Вольга, дзякуй за парады. Я спадзяюся, што яны былі пачутыя, і што мы ўсе будзем імі карыстацца сапраўды. Зараз крышачку час выдохнуць. Я зачитаю каментары, мы, напэўна, спяём. Валерыя, ад Анастасіі. Валерыя прекрасна, але малады чалавек з гітарай таксама майстар сваёй справы. Дзякуй вашаму дуэту, да самага сэрца кранае. Дзякуй вам за такія каментары, мы працягваем. Павел Кулішов, до речі, гэта той самы майстар. Облака, у якія далечы ляцеш ты, адкуль прыйшло облака, можа паспрабуеш успомніць свае імя, верагодна на тваё
Поведай жа мне пра свае думкі, прысядь бліжэй. Хай в облака ты ляціш далей у сваім рахунку. Хутка пабачымся, верагодна, на тваёй радзіме ветры клагодны вярушыць пясок, верагодна. Мачына неба клічыць цябе дадому, дзе мора без берагоў. Sweet pie, sweet pie, sweet pie, da da ya da ya da 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 da. Wa pa pa da da ya pa da da. Wa pa da 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 wa pa da. Sweet pie da da ya da. Possivelmente sua pátria é um mundo contente, ensolarado. Possivelmente você foi criando acidente. Quando as crianças pensam sobre o mar. Ну што ж, самы час вызначыцца з тым, каму адыдуць гэтыя прызы, можна так сказаць. Ну, так сталася, што вызначаць буду я, не крыўдуйцеся. У нас тут такая не дэмакратыя. Ну і я думаю, што вось такое асабістае пытанне да Вольгі, яно неяк так падтрымала яе і знізіла нашу накал нашай гутаркі, таму я хацела б вось гэтую бутэлечку аддаць Анастасіі Комлік-Ямацінай. Так што калі вы на Фейсбуку, то мы вас знойдзем, а калі на Ютубе, то напішыце, калі ласка, ваш імейл, і мы вам напішам на імейл. Ну і таксама пытанне, напэўна, пра дзяцей, гэта такое вельмі важнае, вострае. Глеб Барсаў, тое ж самае, вам будзе тэрмакубачак, вось гэты. Калі ласка, напішыце свой імейл, калі вы на Ютубе, а калі на Фейсбуку, мы самі напішам вам. Ну, я нагадаю, што вы можаце дапамагчы шэлтару існаваць, дапамагчы жанчынам, якія там жывуць, дапамагчы тым, хто не жыве ў шэлтары, але тым, каму гэта дапамога патрабуецца, калі ласка, данаце любую камфортную суму на імёнах. І я хочу яшчэ запытацца у Вольгі, такое апошняе пытанне, можна сказаць, як жанчыне канкрэтна атрымаць дапамогу, калі вось яна, куды ёй звярнуцца, такі алгарытм па пунктиках? Все зависит от того, наверное, в какой ситуации она находится. Если ей нужна сегодня помощь, если это будет даже ночь, она может позвонить нам на телефон горячей линии и получить консультацию психолога, либо заселиться в шелтер. Если она еще раздумывает, и у нее есть вопросы к психологу, она может обратиться в любое время тоже на нашу горячую линию и записаться на нашу онлайн-группу, либо записаться к психологу лично. Если ей нужна консультация юриста, потому что есть какие-то вопросы, которые ее смущают, она тоже может через нашего социального работника записаться на такую консультацию. Все зависит от того, в какой ситуации вы находитесь, в какой точке вы находитесь. И, может быть, вам просто надо поговорить об этом и порассуждать вслух. Я очень люблю, когда можно порассуждать вслух об этом. Калі так падагуліць, карацей кажучы, звяртайцеся ў грамадскую арганізацыю Радзіслава, і там ужо разам са спецыялістам вы прымеце рашэнне, якая дапамога вам патрэбна. Ну а мы зачытаем яшчэ каментар ад Глеба Барсава.
Так, спасибо большое за ответы. Сколько новой информации. Не знал даже, что детям с 14 можно самим идти к психологу. Ну, напевно, можна, так? Можна, это правда. Без падтрымкі дарослых. Я нагадаю вам таксама, што гэта трансляцыя захоўваецца на Ютубе і вы можаце паглядзець яе, калі не паспелі на пачатак, або парэкамендаваць паглядзець вашым знаёмым, якім, магчыма, гэта будзе патрэбна. Ну што ж, апошняя песня. What you done? Heavy words, little lies, saying everything but the truth. Three little words over time, overheard and overused. You know, sweet, nothing could ever be made to something new. Yeah. You know, grand gesture could ever be made to measure you. And I know what I got and I know where we're going. There's no need to show it, I already know it all. That's what you don't do, and that's what you don't say. I know you love me, I don't improve. That's what you don't do, and that's games you don't play. I've been saving up my time so I could spend it all on you. Yeah, and all I need is to see you smile. I've forgotten how to be blue. And I know what I got and I know where we're going. There's no need to show it, I already know it all. That's what you don't do, and that's what you don't say. Ooh, yeah. That's what you don't do, and the games you don't play. Oh, I say, don't tell the whole world I wanna be your girl. I say, don't tell the whole world I wanna be your girl. Oh, the closer we get. I say the less we need to show. And I know what I got and I know where we're going. There's no need to show it, I already know it all. That's what you don't do, and that's what you don't say. Ooh, yeah. That's what you don't do, the games you don't play. Oh, I say, don't tell the whole world I wanna be your girl. Yeah, say, don't tell the whole world I wanna be your girl. I say the closer we get, and the less we need to show. And I know what I got and I know where we're going. There's no need to show it, I already know it all. Дзякую, Куб Делі. Зачытаю апошні каментар ад Крысціны Курчанковай. Цудоўны голас і важная добрая справа. Дзякуй, гэта сапраўды так. Ну што, а нам самы час развітвацца. З вами была Вераніка Герасімова. Хочу сказаць, мы ўсе хацім сказаць дзякую за сённяшнюю сустрэчу бяспечнаму лайфу і арт-сядзібе. Дзякуй Еўрарадыё за гэту цудоўную студыю. Музыкам праекту Куб Делі за тое, што падтрымалі нас, экспертцы Вользе Казак за такую змястоўную размову. Ну і, канешне, вам, усе тыя, хто далучыўся да сённяшняй трансляцыі. Спадзяюся, да сустрэчы і добрага ўсім вечара.